День памяти и скорби. Вероломное нападение фашистской Германии на Советский Союз. Начало самой страшной и кровопролитной войны советского народа. Вспомним всех их, войну сокрушивших, всех, кого потеряла страна. Вспомним тех, кто на фронте сражался, всех, кто жизни своей не щадя, лишь с гранатой на танке бросался и огонь вызывал на себя. Хайырлы күн, добрый день, уважаемые земляки, уважаемые агрыссы, общественники, дорогие наши дети. Ни одна семья, ни один дом, ни один человек, живущий, рожденный в Советском Союзе, в России, не остался в стороне. Война задела каждого, задела каждую семью. И, конечно же, в этот день я прошу наших агрыссов, наших руководителей, наших жителей, несмотря на то, что уже прошло более 82 лет с начала этой вероломной войны, нашим детям, нашему будущему рассказывать в книгах, рассказывать истории, рассказывать в стихах, как на самом деле все это происходило. Я желаю, чтобы эта история не забылась, чтобы эта история не поменялась, чтобы мы помнили, чтобы мы чтили, как все это происходило. И, конечно же, нашим детям я желаю светлого, прекрасного неба, чистого неба, чтобы наши дети никогда такого вероломства не видели. Спасибо. 4,5 тысяч наших жителей, вернувшихся с победой с той Великой войны, на сегодняшний день в живых только 2 участника той страшной войны. Это Минихузин Саубан Минихузиевич и Титова Валентина Александровна. Мы должны помнить о всех, кто вернулся с победы, о тех, кто сложил головы во имя этой победы. Должны помнить и всех тех, кто в тылу ковал эту победу. И пока живет Россия, 22 июня останется днем памяти и скорби. От имени Совета ветеранов с гордостью хочу отметить, что наши люди нашего района внесли непосильный вклад в приближение светлой победы. Отдавали свои силы, мужество и жизни не только на передовой, но и в тылу врага. Агрыссы, железнодорожники внесли весомый вклад в победу. Это перевозка эшелонов, перевозка оружия, боеприпасов, перевозка раненых и строительство бронепоезда Василий Чапаев, который с боями прошел под Москвой, под Курском, под Сталинградом, по Белоруссии, по Украине, свой боевой путь закончил в Польше. Помните, через века, через года. Помните, через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда. Помните, не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.